Здравствуйте, уважаемые первокурсники! Разрешите вас приветствовать в этот замечательный первый весенний день словами с поздравлением, с началом весны. Значит, мы можем по-русски сказать так, а болгары говорят «честито баба Марта». Вы, наверное, уже в курсе, что в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций изучается, кроме всех остальных предметов, еще и славянские языки, болгарский и польский. Вот сложилась такая замечательная традиция, 1 марта мы встречаем по-болгарски. И поэтому студенты второго курса нам сегодня расскажут о традициях этого праздника. Каждый раз либо второй курс, либо третий проводят такой мастер-класс по изготовлению вот таких вот замечательных оберегов, которые являются такими традиционными в Болгарии и в некоторых других балканских странах. Предоставляю слово нашим студентам, второкурсникам. Всем еще раз добрый день. С первым днем весны вас. И 1 марта в Болгарии празднуется одноименный праздник Баба Марта. И этот праздник отмечает практически вся Болгария. И различные праздники, отдельные мероприятия проводятся целый месяц. Знали ли вы, что имя Бабы Марты связано с названием первого весеннего месяца, исходно с именем Мара? Это имя славянского женского персонажа, который связан с плодородием и смертью, сезонным умиранием и воскресением природы. А также в некоторых южнославянских мартовских легендах эта героиня бывает названа просто Баба. С Бабой Мартой связаны многие различные обычаи, одним из которых является изготовление мартениц. Это как бы оберег. Также он может быть как обычная повязочка, которую повязывают на руки, на правой у парней и на левой у девушек, а иногда на петлях одежды. И при виде первого аиста мартеницы вывешивают на деревья, либо на цветущих кустах. В этот праздник у нас совершается главный обряд. То есть сначала самая старшая женщина моет весь дом, потом вывешивает либо красное одеяло, покрывало, чтобы как раз таки от сглаза весь дом тоже очистить. А потом берет ниточки и на запястье девушек, молодых девушек или будущих невест завязывают, и они выходят на улицу, чтобы встречать как раз таки вот это плодородие и счастье. Но почему-то взрослым женщинам не разрешается выходить. Они эти ленточки, получается, веревочки таскают на запястье до первой весны, это либо до первых почек на деревьях, или когда прилетают у нас первые птицы. Потом вешают на деревья, иногда они делают это, кладут под камень. Если под камень, то потом, когда приходят уже, смотрят под камень и гадают по тому, что осталось. А сегодня мы с вами будем делать вот эти вот замечательные куколки. Сейчас мы с девочками вам раздадим заготовки, которые мы подготовили специально для вас, и расскажем, как и что делать. Посмотрите сюда внимательно. Мы берем красную нитку и белую заготовочку, немножечко отступаем от вот этой завязанной и перевязываем, делаем как будто голову. Немножко отступив, Можете друг другу помочь. Смотрите. Делайте желательно по 2 узелка, чтобы было крепче. Эту большую нитку вы в самом конце, а потом все подрежешь. Следующее, что мы делаем, это берем для рук либо белую, либо красную, как вы сами пожелаете. Здесь мы делим, чтобы у нас было такое колечко. Я беру красную, вот этот кулечек, моточек ниток тихонечко прижимаю, чтобы он был более ровный. И дальше я просовываю это через колечко и ближе к голове. И вот у вас как будто ангелочек должно получиться. Далее что мы делаем, это мы с вами подвязываем вот эти руки, чтобы они держались и никуда не выпадали. То есть поясок получается. Да, делаем с вами поясок. Можете друг другу помогать, чтобы было более эффективно. Следующее, что мы с вами будем делать, это ноги.
То есть вот эту юбочку, то, что у нас осталось, мы с вами делим на две части. И вот у нас с вами получаются ноги. Чтобы они были более нормальные, да, более правильными, мы с вами подвязываем в конце, отступаем от низа чуть-чуть, также делаем как с головой, красными ниточками. Вот мы с вами подвязали ногу, сделали небольшой башмачок. Вот у вас получились ноги. Теперь мы с вами берем белую нитку и подвязываем также только руки. Если у вас красные руки, вы подвязываете белой ниткой. Если у вас белые руки, вы подвязываете красной ниткой. Итак, у всех все получилось? Теперь мы с вами переходим на красную заготовочку. Делаем также голову. Бери, пожалуйста. Голову все сделали? Теперь мы также делаем с вами руки. Делаем колечко. Просовываем заготовочку для рук. Как нам нужно, поправляем. И подвязываем пояс. Ноги нет, ноги у девочек мы с вами не делаем. Девочки, юбочка. Чтобы сделать юбочку, мы с вами подвязываем вот эти петельки. Подрезаем петельки, не подвязываем, да. Вот мы с вами разрезали, расправили, и вот у нас получилась юбочка. Следующее, что мы с вами делаем, это отрезаем все лишние нитки. Обязательно проверьте еще раз, чтобы у вас был двойной узел везде. И затем вы просто отрезаете лишние длинные нитки, чтобы все смотрелось лаконично и красиво. Кто доделал, можете развязать вот этот большой узел, с которым скреплены ваши человечки, и сделать, например, либо косичку, либо какой-нибудь другой узел. До 22 марта можете... До равноденствия, да, до весеннего равноденствия, поэтому, в принципе, вы можете продолжить уже изготовление этих оберегов, дарить своим близким, своим любимым. Давайте все вместе, да, произнесем. Чистита баба Марка. Чистита баба Марка. С весной вас, любви, здоровья, всего самого-самого лучшего, чтобы все ваши желания исполняли, чтобы все были здоровы, счастливы, успешны.